Всемирная организация амнистии издала отчет о нарушениях прав человека в странах Азии и росте недовольства молодежи политикой данных государств. Организация заявила, что Индия и Китай, являющиеся самыми густонаселенными странами мира, усиливают давление, считают этнические меньшинства угрозой и навязывают свою культуру. В частности, было указано, что под влиянием Си Цзиньпиня были ужесточены доктрины коммунистической партии, участились случаи нарушения прав человека, произвольные аресты, слежка и заключение уйгуров, казахов и других тюрков в лагеря перевоспитания. Китайские власти всячески опровергают негативную критику в свой адрес. Несмотря на то, что протесты в Гонконге были направлены на установление демократии, доверие общественности к коммерческим компаниям заметно пошатнулось из-за бездействия последних во время демонстраций и подавления участников акций. Законопроект, предложенный депутатами от партии социал-демократов, был одобрен баварским парламентом. Ариф Тажделен, Маркус Риндерспахен, Симон Штромайер, Александр Хирсеман, Клаус Адельт и Стефан Шустер потребовали досрочного освобождения правозащитника Ильхама Тохти, а также уйгуров, казахов и других тюрков, находящихся в лагерях перевоспитания. Выступая по данному вопросу, Ариф Тажделен сделал следующее заявление. В соответствии с решением, принятым в связи с предложенным законопроектом, правительство Баварии назначит специальную комиссию для расследования нарушений прав человека, этнической и религиозной дискриминации со стороны китайских властей. Число летальных исходов из-за вспышки вируса, очагом которого стал китайский город Ухань, достигло 170. По последним данным, случай инфицирования новым вирусом был зафиксирован и в Тибете. На сегодня новое заболевание распространилось во всех регионах страны, в которых проживает около 1,5 миллиарда человек. Администрация оккупированного Восточного Туркестана сообщила, что в регионе было зафиксировано 14 случаев заражения. В связи с эпидемией коронавируса 23 января Комитет Всемирной организации здравоохранения провел собрание в столице Швейцарии. Выступая на пресс-конференции, организованной после совещания, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адамсон Гебрейесус заявил, что из-за стремительного распространения вируса, угрожающего здоровью всего человечества, по всему миру было объявлено о чрезвычайной ситуации. В рамках визита в Англию министр иностранных дел США Майк Помпео принял участие в программе, организованной клубом «Обмен политикой». Подчеркнув, что угроза терроризма, возникшая после 11 сентября, уменьшилась, Помпео заявил, что на сегодняшний день главную угрозу представляет Коммунистическая партия Китая. На вопрос о том, что думает глава Госдепартамента США о договоре Англии с Китаем на использование китайской сети 5G, Помпео ответил следующим образом. Стратегическое сотрудничество США и Англии в области безопасности останется на прежнем уровне. Но передачи информации о гражданах США по неприемлемым каналам не будет. Из-за подозрения инфекции коронавируса в Италии был взят под карантин круизный лайнер с 6 тысячами пассажиров. 30 из них являются гражданами Турции. Такое решение итальянские власти приняли в связи с тем, что на борту лайнера находятся 2 граждан Китая, у которых были обнаружены симптомы коронавируса. До завершения обследования корабль будет находиться в порту Чивитавеккии.